Всем привет! Ну что, смотрите, тут шаурма, кофе. Вот здесь вот, напротив автовокзала, продают. Кто любит. Кто любит, кто любит, кто любит. Заходите. Ну что. Сегодня у нас пятница. Пятница. Так, идем. Пешеходный переход. Сделать прогулочку, показать вам город Якутск. Сегодня 23 число мая. 23 мая. Город Якутск. Время сказал, а температура сейчас 21 градус. 21 градус, тепло. Многие люди уже поснимали куртки. Куртки поснимали, ходят там в одних рубашках как бы. Но в принципе еще есть ветерок. Лена вроде бы как прошла, но все равно есть небольшое такое отзвук. Как это, отголосок еще. Да. Ну что, кажись лето, да, кажись мы пережили все вот эти наши зимы, северные, сибирские, якутские морозы. И впереди будет лето. Ну, уже считайте, сейчас началось тепло уже, тепло началось. Поэтому очень хорошо. Да, это радостно. Вот мы поднялись на горку с вами. Вот тут вот магазин был когда-то на горке. Вот здесь вот у нас храм Никольский. Улица Тургенева, да? Тургенева, если я не мешаюсь. А это Горького. Так вот переходим. Раз жарко уж, что, я думаю, пора уже поснимать. Показать вам Якутск, чем он дышит, как он живет. Кстати, школьная форма 10%. Сейчас, по-моему, школьники уже заканчивают учиться. Кстати, у нас 24-го завтра и в городе будет как выпускной, да, у 9-10 классов, у 9-11 по старинке еще говорю, 10 класс. Ну и в честь этого мероприятия запретили продажу спиртного. Ну и где в наливайках тоже будут контролировать, все строго будет, четко строго проверять, чтобы праздник никто никак не омрачил выпускникам. Так, что у нас? Вот этот долгострой, он так все и стоит. Сколько он уже лет, а, люди? Уже лет 10, что ли, больше даже, наверное. Ну, сейчас вот тут приближаемся с вами к... Это у нас Палладиум, торговый центр. Давно я тут не ходил, ничего не снимал для вас. Ну, вот хоть порадовать. Тут скверик, смотрите, какой березки. Кстати, стал, разросся. Смотрите, мусор убирают, тут ветки. Но после зимы надо убирать обязательно город. Вот тут видно, что хорошо убрали. Вот тут тоже все убрано. О, что это у нас? Это двое едут на самокате, что ли?
похоже, двое. Часто вижу, кстати, что по двое ездят. Ну, молодежь ездит. Надо уже патрулировать, не знаю, как-то контролировать, потому что вот вчера я шел по Яркова, вечером, и очень много было самокатчиков, велосипедистов, очень много. И они ездят и просто мешают пешеходам. Вот не знаю, как власти будут с этим делом, потому что, это, смотрите, у нас маленькие пешеходные переходы и узкие. И особо они не предназначены для того, чтобы ездить еще на велотехнике там и так далее. Не знаю. Если вот как-то не ограничивать, то будет, конечно, будут аварии, что есть нехорошо. Видите, гоняют. Вот так вот. Палладиум. Торговый центр. Здоровое здание, ладно. Не буду я туда заходить. Вот мы с вами по Лермонтову пройдемся. Посмотрим. Так, а тут что за затор? Сейчас, кстати, еще машин стало тьма просто. Тьма тьмущая. Тут вот какой-то новый магазин построили. Супермаркет, да? Супермаркет. Вот тут даже кулинарка есть. Вон там люди сидят. Хлебушек продают. Вот вам новый магазин, выпечку какую-то даже. Слушайте, это что у нас за магазин? Лепешка, тандыр. Пятерочка. Ух ты, что тут делается? Тандыр же есть. Обалдеть. Заказ. Можно заказать разные изобилия. Рестомаркет. Вот это что такое? Оказывается. Много довольно еды готовой. Можно взять, разогреть и есть. Да? Прикольно, прикольно. Тут сидушки есть. Вот такие вот. С лампочками красивыми видом. Вот цены, кстати. Шаурма 300. Самое. Сколько? 300 рублей с курицей. Кесадилья с курицей и так далее. Вот. Интересно, да? Смотрим, почему у нас банан. 322 рубля. За один банан просят 46 рублей. А мандаринки 420 рублей кило. Такие цены в Якутске. Яблоки 349. Вот. Никуда не денешься. Надо питаться, есть. Вот. Вынесем кофемашина. Тут есть. Можно кофеек сварить. Сварганить себе. И магазин классический. Что тут молоко? Ой, 109 рублей молоко. Даже подешевле есть. Так что заходите, смотрите. Продукты кому нужно. Так, а как вы... выход оттуда, да? Отсюда выход. Кажется, и самообслуживание есть. И уходим. Тут смотрите, у них велосипеды можно припарковать. Вот так вот. Все культур-мультур. Как это называется место? Изобилити. Да? Непонятно. Так.
Да, тут был какой-то разливайка какая-то была. Пиво там. Еще что-то продавали такого типа. Так, я сюда зашел, а как я спрыгну-то? Вот так вот придется. Оба-на. Ну, так что вот рядом с Палладиум. Вот это вот. Рестом Маркет называется. Изобилити. Хорошо радует, что такие местечки появляются. Кстати, тут довольно-таки активное место. Вот сейчас будет у нас здесь Эляй-Бутур, ледовый дворец. Можно круглогодично кататься на коньках. Вот видите, да, сколько ездят эти. Вон еще вдвоем едут. Вот это да. А вдвоем-то ездить запрещено. Вот. Эляй-Бутур, ледовый дворец. Ну и сейчас пятница, у нас мы видим, что много транспорта. Сейчас люди, конечно, в такую погоду, у кого есть дачки где-то, с города надо выезжать. Тем более летом, потому что пыльно. Ну, сами понимаете, а пылью дышать вредно. Ух ты, бомбас. Ну, вы видали, да? Так, ну что, я дошел до перекрестка улицы Кирова и Лермонтова. Вот здесь вот смотрите, сколько этих самокатов. А? Сколько здесь этих самокатов. Вот. Смотрите, машины, люди, самокатчики, велосипедисты. Вот рядом с центральным входом стадион Туймада все это находится. Парк. До парка дошли. Парк культуры и отдыха. Якутский. Колесо обозрения еще не крутится. Вот. Аттракционы не работают. Еще не открыли, что ли, его? Хотя народ уже туда идет. Я не вижу, чтобы эти ведра еще не открыли. Угу. А то бы все крутилось, все бы люди бы визжали здесь. Ну, просто, видать, заходят туда и ходят по территории парка, я так понимаю. Интересно. Получается, я обзорчик парка культура сделаю, когда его откроют. По какой смысл туда заходить, не вижу. Что такое сделали? Вот тут, смотрите, зону отгородили забором. Вот таким вот. Здесь автомобильная стоянка. И тут, смотрите, тут специально отгородили, чтобы путешествие в детство, чтобы видать это. Ага. Тут такая площадь, можно кататься детям нормально, без проблем. Вот. Здесь, ну это правильно, что здесь нет доступа машины, можно вот покататься на самокатиках, великах. Тут даже какие-то, что это такое здесь, стоят какие-то бочки. Что за бочки? Пластмасса. Реализуют, видать, это на даче, да, даче, все понял. Дачные. Быстро возводимые гаражи. Есть, вот, смотрите. А, это ярмарка, я так понял, вот здесь вот на этой площадке. Вот даже бассейн. Бассейн вот такой. Какие-то бочки большие. 51 тысяча стоит. Это бассейн. Ух ты. Круто. И тут у нас, смотрите, ну время посадок, естественно,
Рассада продается здесь, вот на этой площадке. А вон там, смотрите, дети играют в эту, как, волейбол, пионербол, или как называется. Вот всякие разные здесь. Показываю вам цветы, кустики. Это, видать, ягода, да? Помидорки, цветочки. Вот. Короче, приезжайте к рынку Сайсары и берите вот что вам надо. Вот картошка даже, смотрите, семенная, да, картошка продается. Надо садить все это дело. О, смотрите, а это что там новое ставят, да? Так, музычка играет веселая. А это что за... Так, локация такая, смотрите, для фотозона. Фотозона. Ну и выходим, вот смотрите, рынок Сайсары, крестьянский. Вот здесь вот этот айсберг. Вот он, айсберг. Улица Лермонтова. Ну вот он, самый холодный в мире рынок, где люди в самый лютый мороз, минус 50 стоят и торгуют рыбой, мясом. Тут, естественно, уже все тут свободно. А тут зимой все выложено: мясо на прилавках, рыба. Ну да, овощами стали торговать, овощами. А вот там вот в каменном здании, там уже непосредственно сам рынок сейчас находится. Вот, а тут вообще было от рыбы просто не куда было деваться. А сейчас арбузы продают, картофель. Вот такой мини. Картофель 110, свекла, морковь 180 рублей. Ну, еще немного. Цены такие примерно. Ну, они в целом по городу они примерно одинаковые. Ладно, выходим все. Жук. И опять мы вышли на улицу Лермонтова. А здесь вот блошиный рынок, мини такой вот. Всякое старье продают. Перекресток, когда у нас улица Короленко и Лермонтова. Смотрите, стрижки, смотрите, по акциям. 450 рублей мужская. Какую домину построили, здоровенную. Сколько тут квартир, интересно. Смотрите, банкротство граждан. Отдельная контора такая есть вот тут. Так что кому обанкротиться, вот сюда вот. Смотрите, тут прямо березки выросли. Вот хорошо как, а, слушайте. Вот так бы вот всю эту улицу бы эту закрыли. Или каким-нибудь лесом, деревьями. Ну, велосипедисты, видите, да, едут. Велосипедистов просто тьма. Так, это у нас улица Курашова. Пересечение с улицей Лермонтова. Стоять долго. А напротив вот кабан. Ресторан под Китагава. А еще там пекинская утка, по-моему, что ли. Плохо видно. Ну, короче, тут можно покушать. Вот вам немножко новых зданий поснимать. Вот, смотрите. И там тоже, и там. Видите, тоже, вот что они тут делают, эти самокаты. Где попало ставят тоже. Кидают, бросают, ходят.
Еще вдвоем едут. Ой. Катаются, видать. Катаются. Город велосипедистов, самокатчиков у нас. Вот идешь и сплошняком они ездят. У меня мысль появилась в хозмаркет зайти. От тараканов взять ловушечки. Липучки очень хорошо они липнут. Вот, я поэтому свернул вот сюда вот. Тут такой дворик. Такой дворик. Аккуратненький. Насколько я знаю, 29-я школа, да? Такая вот сейчас отгрохана, здоровенная просто. Ну, точно. Мобусош номер 29. Вот. Так вот пойдем. Уголок срежем. Вот смотрю, тренировочную площадку сделали. Можно выходить. Тут турники, лазилки какие-то. Вот. Качели, все вам тут. Ну и вот тут можно заниматься, пресс качать. Вот, пожалуйста, все условия для жителей вот этого дома и ближайших. Она здоровенная стала, а раньше же совсем маленькая была. Ну вот, строят, нормально все. Тут, кстати, тоже и домов тоже понастроили. Петра Алексеева, 73/1. Много домов. Ну, тут еще вот эти старые хрущевки. Вот тут, кто помнит, в этом доме был магазин Сардана. Сейчас тут, по-моему, какой-то веломагазин. Ну, велосипеды продают. Большой довольно-таки. Ну, вот тут вот эти хрущевочки Петра Алексеева. Дома 60-х годов, получается, постройки. И, в принципе, они вот хорошо стоят, потому что на сваях. Построены на сваях. Вот, можно в дворике так вот походить. Тут теплые гаражи у людей. Кто-то себе тут тоже такой гараж сделал. Прикольный. Ну, чтобы вот заасфальтировать, ну, это, наверное, сделают. Пока не до этого. Тогда будет меньше пыли и грязи в городе. Так, выходим на улицу Петра Алексеева. Много мусора собрали. Много мусора собрали. Хорошо. Город чистят. Приводят к лету в нормальное состояние чистое. Вот, смотрите, вот тут красиво. Кто помнит, тут вообще был такой тротуар деревянный. А сейчас вот красиво стало. Вот сейчас я туда в хозмаркет пойду. Так, ну что, взял, что я хотел. Клеевые ловушки и туалетная бумага. По 5 рублей в хозмаркете продается. Вот это 4 рулона по 5 рублей. На 20 рублей 4 рулона туалетной бумаги. Набрал. И мне хватит. Так, ну что, теперь мы идем вот в эту сторону. С улицы Петра Алексеева. Сворачиваем вот сюда. Так вот. И вот сюда идем. Напротив здесь видим это здание большое такое-то. Тут медучилище.
общежитие. Вот так вот проходим. Тут сделали, ну какой, смотрите, ресторан или что тут такое. Так, маркет. И вот мы вот сейчас в этот проходик зайдем. Интересная лестница. Такая вот. А здесь как бы я дровами, такими дворами прохожу. Дворами. Вот тут вот, короче, типа канал какой-то водяной. Раньше тут протока была, но потом все, естественно, засыпали, заделали и стало просто канава. Вот вдоль нее теплотрассы идут. И вот эти вот гаражи построены теплые. С этой стороны мы видим, тут, кстати, где-то там, по-моему, с той стороны будет зубная поликлиника, муниципальная, городская, и офтальмология, да, ну, зрение, где делают. Смотрите, какие тут домены заделали. Да, тут-то ничего не убирали. Тут-то ничего не убирали. Ну, как бы народ-то практически не ходит. Это я просто сюда зашел, потому что мне так удобнее не вдоль дороги идти, а вот в сторонке. Тут и воздух почище, и суеты поменьше, и машин поменьше. Вот эти домины, вот их тут целая куча. Потом там он Свердлова, ну это к Свердлова, да, дома относятся. Там он еще построили. Короче, тут получается у нас вот такой сити жилой. Жилой многоэтажный район, я бы так сказал. Были когда-то здесь двухэтажки и одноэтажки, там, ну, деревянная застройка, древняя какая-то. Ее посносили и построили вот такие вот домины здоровые. Смотрите, вот у нас вот эти дома стоят такие, они как бы спрятаны от глаз. Смотрите, там в этом канале вода течет. Так что тут он как-то действует. Не просто он здесь находится. Ну, если чистить, убирать, наверное, нужны в городе вот такие вот канавы. Могли бы, кстати, сделать какие-то зоны здесь отдыха. Если облагородить все, да, здесь. Ну, вот здесь теплотрасса проходит. Но вот с той стороны могли бы, кстати, вот тут вот офтальмологическая клиника, вот она. Вот. С той стороны могли бы сделать. Тут жилых домов очень много. Людям, чтобы была возможность где-то погулять. Вот делают же в других городах парки такие. Район и какой-то парк. Район и парк. Район и парк, да? Ну, в частности, в Новосибирске я так видел. У них сделано. И, в общем-то, для людей. Удобно. Не надо куда-то далеко ехать. Вот у нас куда в Якутске? Куда в Якутске вы поедете в парк? Парк культуры и отдыха один, который. Вот еще вам. Тут домики старенькие. Надо запечатлеть, а то может их скоро снесут. Вам на память. А здесь вот смотрите, какие дома там. Ух, фешенебельные. Смотрите, что мне тут нравится. Вот эта ель. Это же ель, да? Вообще классная, большая. Сколько и лес стоит. Ну, домик этот еще тут хорошо, в принципе, сохранился, я бы сказал.
Никуда он там не погряз, но, видать, хорошее местечко, сухое. Вон тут у людей теплички. Садят они тут, наверное, что-то. Помидорки, огурчики. Ну, местечко тихое здесь. Вот тут вот.